Это первая конференция регионального отделения «Единой России», посвященная 4 ключевым партийным проектам: безопасные дороги, российское село, чистая страна, городская среда. Сегодня координаторы проектов, представители министерств и ведомств, депутаты всех уровней собрались для того, чтобы подвести промежуточные итоги, а также внести инициативные предложения. Открывает конференцию секретарь регионального отделения партии Михаил Илезов. Он отметил, что важно не только донести обществу информацию по партпроектам, но и получить ответную реакцию от жителей. Далее участники конференции перешли к обсуждениям. Партийный проект «Чистая страна» в 2020 году добился существенных успехов. 5-й год подряд республика становится лидером всероссийской акции «Вода России» по уборке берегов от мусора. В акции приняли участие более 180 тысяч человек. Были очищены берега 20 рек. У нас в прошлом году, с переходящими на этот год, была проведена экологическая реабилитация 2 водоемов. Это в городе Карабулак и в городе Назрань. Общей площадь 34,5 гектаров. Была запланирована ликвидация 4 крупных свалок до 2023 года. Это городские свалки Карабулак, Малгобек, Назрань и сельское поселение Нестеровское. Было ликвидировано 2 свалки, это Нестеровская и города Назрань. В 2021 году, 2022 году у нас идет рекультивация свалки в Малгобеке, самая крупная свалка региона. Также идет ликвидация в 2022-2023 году ликвидация свалки в городе Карабулак. В прошлом году был проведен капитальный ремонт берегоукрепительного и водозаборного сооружения на реках Сунжа и Аса. В рамках партийного проекта был воссоздан собственный питомник общей площадью 2 гектара. Произведена заготовка семян акации белой, красного дуба и ясеня. В текущем году планируется создание регионального лесопитомника площадью 5 гектар. В общей сложности в республике ликвидировано 142 стихийных навала мусора. Это одно из главных достижений в сфере экологии, отметил член регионального отделения партии Бекхан Барахоев. Проделана большая работа. Остается у нас около 12 свалок в республике. Нужна ликвидация этих свалок обязательно и культивация. Чистая страна зависит от нас, в первую очередь, от нас самих. Мы, если будем ухаживать за всем этим, и наши дети будут все это видеть. Далее участники конференции перешли к обсуждению одного из самых известных партийных проектов «Городская среда». Всего по республике Ингушетия благоустроено 111 общественных территорий и 53 дворовых территорий. В 2021 году планируется благоустройство 34 общественных территорий на общую сумму 139 миллионов рублей. Всего в республике до 2024 года должно быть благоустроено 435 дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения. Если говорить о партийном проекте «Российское село», то участники конференции едины во мнении, что необходимо актуализировать работу по отбору предложений по повышению занятости сельской молодежи. По сравнению с другими регионами, опять же скажу, в Российской Федерации у нас такого оттока молодежи из сельских территорий нет, потому что у нас регион небольшой, малоземелье, поэтому специалисты на селе у нас есть, но тем не менее есть острая нужда, необходимость повышать квалификацию этих рабочих кадров, особенно специалистов среднего звена, трактористы, комбайнеры, инженеры, механики, доярки, зооинженеры. Вот такие специальности, они нам сегодня необходимы. Ингушетия вошла в тройку лидеров по реализации проекта «Безопасные дороги». В этом году в регионе реализуется 3 объекта реконструкции дорожного полотна общей протяженностью свыше 8,5 километров. В том числе запланировано осуществить ремонт проезжей части трассы Кавказ-Экажево-Сурхахи протяженностью 2 километра, Кавказ-Карабулак-Средние Очулки, Гайрбек-Юрт протяженностью более 1,5 километров, а также реконструкция более километра дороги Назрань-Сунжа. Амина Бокова, Адам Тылаков, Новости 24.